Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас сейчас, с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, у вас прям лодка, вы в лодке сидите. Лодка непростая, здесь прям мотор показан. Только едет, вернее, плывет эта лодка справа налево. Кто-то вас судьба завезет, либо заведет, либо по воле судьбы очень быстро вы в каком-то необычном месте окажетесь, либо в какой-то необычной компании. Вы знаете, судьба берет вашу жизнь в свои руки. Вы то ли засиделись, то ли запутались, то ли вот какие-то, знаете, как окна возможностей для вас сейчас открыты, а вы их игнорируете. Поэтому судьба сажает вас в эту моторную лодку и на всех скоростях помчит вас туда, где вы должны быть, где вы не должны упустить свои возможности и шансы. Причем возможности и шансы у кого-то связаны с деньгами, с работой, с помощью, а у кого-то с личной жизнью. Вот буквально с минуты на минуту, со дня на день вы окажетесь в таком месте, где будут развиваться судьбоносные события. Сейчас вы об этом не знаете, вы этого не планируете. У вас даже мыслей об этом нет, но судьба берет все в свои руки. В моторной лодке, возможно, даже и не одна судьбоносная ситуация проиграется. Я сейчас задам вам вопрос, что происходит с вами в последние дни? Если у вас опускаются руки, вы устали, вам ничего не хочется, у вас сонное состояние, либо вам снятся какие-то странные, необычные сны, даже если вы четко не помните, но вот все равно такие отрывочные воспоминания, что что-то такое странное снилось, непонятное. Это да, это предсказание про вас. Судьба берет вашу жизнь в свои руки, и вы окажетесь ровно там, где вы должны были оказаться, чтобы не упустить эти окна возможностей и чтобы войти во все эти окна, да, либо заглянуть хотя бы. Но вот какие-то места мне показаны, дома, места, люди какие-то показаны. Вы должны с ними общаться, вы должны там побывать, вы должны где-то сами поучаствовать. И вот судьба вас прогуляет, извините за слово, но вот показано именно так. Вы немножко растеряны в сегодняшнем дне. Ну, либо действительно очень многое навалилось, и вы просто под этой тяжестью потеряли сами себя. Угу. Судьба берет в свои руки. Ничего не бойтесь, тут ничего плохого не будет. Да, будет много неожиданностей, спонтанностей, внезапностей, но оно и к лучшему. В вашем случае оно и к лучшему. Дальше, мои хорошие, я вижу, что человек, которому вы очень сильно нравитесь, а у кого-то это тайный поклонник, поклонница, вам то ли напишет что-то, то ли, может, по телефону, да, будет разговор, человек вам что-то будет говорить и предлагать. Буквально в ближайшие 2-3 дня с вами свяжется именно тот, кто к вам неровно дышит. У кого на вас виды, у кого сердечко вздрагивает только лишь от одного вашего имени. Мне больше идет, что человек предлагает. Да, что-то может предложить, там, помощь, например, предложить может предложить какую-то прогулку, поездку, может предложить даже свое участие в каком-то вопросе. Но это не просто так. Это не потому, что вы хорошие друзья, приятели. Это потому, что вы нравитесь этому человеку, и у человека на вас сердце очень громко, учащенно бьется. Я вижу, что человек сам себя выдаст именно в ближайшие 2-3 дня. У кого-то еще сегодня случится. Ни с того ни с сего какой-нибудь знакомый вам напишет, да, и будет предлагать, либо звоночек поступит. Имейте это в виду. Дальше.
Я вижу, что вы какого-то человека без маски застанете, да, человек не успеет натянуть свою маску, и вы увидите человека как есть, да, всю эту отвратительность увидите. Это даже не человек, а монстр какой-то. Если честно, вас это шокирует, но с другой стороны, это важная подсказка для вас от высших сил, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело, с кем вы общаетесь, чтобы вы приняли правильное решение, чтобы вы не доверяли этому человеку, чтобы вы как-то отстранились, наверное, от этого человека, либо взяли дистанцию. Это будет правильно. Да, мы все разные, но некоторые из нас действительно носят маски. Да? Это даже не люди, а монстры, которые носят маски. И вот вам высшие силы позволят, вот как человека врасплох застанете, да? Человек без маски, и вы такая, ничего себе, вот это чудовище, и как меня попутали, да, с ним. Надо отходить, надо отдаляться. Дальше, у кого-то треугольничек может произойти помимо вашей воли. Ну, к вам могут приревновать, либо вас могут приревновать. И это будет и смешно, и трагично. Чем это будет смешно? Ну, потому что вы в шоке, вы думаете, что за глупость? Почему мой любимый, либо моя любимая меня ревнует? Либо почему какая-то дамочка ревнует своего возлюбленного, возлюбленную ко мне? Да? Либо мужчина возлюбленную ревнует. Но с другой стороны, я вижу здесь и трагедию. Трагедия в том, что человек действительно очень эмоциональный, и человек, ну, как становится заложником этой ревности и может себя действительно вести как истеричка, либо как немножко не в себе, как одержимый, да, мужчина может себя вести. Ну и посмеяться успеете, испугаться успеете. Главное, что все вовремя выяснится и плохого не случится. Это яркое воспоминание, которое вы будете с кем-то обсуждать. И скажете, ну надо же, мой меня так приревновал, так покраснел, там прям кидался на какого-то мужчину. Ну, либо будете вспоминать, что какая-то дама устроила скандал, потому что своего парня приревновала ко мне, например. Да? Какие-то такие разговоры будут. Ну, будет, да, что вспомнить, будет о чем поговорить. Дальше, мои хорошие, здесь показывают человека, который вам что-то несет. Может быть, подарок, может быть, угощение, может быть, ну, что-то вам передаст, отдаст, может быть. И этого чего-то много. Это не единичное что-то. Тут целый кулек, сумка, может быть, пакет огромный. И вы будете немножко в шоке. Вы скажете, что мне с этим делать? И вижу, что что-то вы оставляете себе, а другие вещи, либо другие там угощения, предметы вы будете другим людям передавать, да, распределять будете. Будете тронуты, вам это понравится. Это приятно, да? Человек, может быть, даже не обещал, но сделал. Либо человек пообещал, и вы-то подумали, что там чего-то мало будет, а человек целый кулек принес. Это приятно. Этот человек к вам очень хорошо относится, и взаимодействие с этим человеком для вас всегда будут большим-большим плюсом. Дальше. Я вижу, что какой-то человек пытается помешать вам с кем-то пообщаться. Мешает. Почему? Потому что завидует, либо потому что ревнует, либо потому что это идет вразрез интереса этого человека. Здесь прям неприкрытые попытки помешать. Вас буквально не пускают кому-то, либо кого-то к вам не пускают. И вы знаете, это может стать серьезным препятствием, особенно в решении каких-то важных дел, ну, для вас важных дел. Тут нужно проявить усердие и выдержку, и не сдаваться, да, настаивать, пока встреча не произойдет. Да, иногда так бывает. Некоторые люди настолько завистливые и ревнивые, что это просто, катастрофа. Вам нужно с кем-то поговорить, вам нужно что-то обсудить, а вас не пускают, либо к вам не пускают. Вот еще, знаете, бывает такое, когда взрослые дети, например, да, и может быть ваш сын женат, и его жена там боится, что вы на него влиять как-то негативно будете, и не пускают его к вам. Либо зять дочку не пускает. Может быть такое. На работе такое может быть, да. К начальнику не пробиться, там какой-то вопрос не решить, не обсудить. Надо бороться, надо настаивать. И, может быть, там первые несколько раз не получится, но потом вы все-таки, если не сдадитесь, успеха достигнете. Это важно.
Дальше человек катается на моноколесе. И когда видит вас, с этого моноколеса слазит. Ну, обычно это эгоисты, да, люди, которые думают только лишь о себе. Ну, если два колеса, то думает и о другом. Если одно колесо, то думает только лишь о себе. Но ради вас человек снизойдет, либо, ну, как бы посчитает, что это правильно, да, вот к вам очень хорошо относится, уважительно, с любовью, перестанет быть эгоистом и с вами что-то обсудит, разделит, вам что-то подскажет, а может быть даже в укор своих каких-то интересов, наперекор своим интересам, что-то сделает для вас, да, отложит свою работу, либо какие-то свои задания и скажет: вот давай я тебе помогу, давай я то и все на себя возьму. И вам будет тоже очень приятно. Хотя вы не ждете и не просите, но вам все равно будет приятно. Не эгоист в отношении вас, в отношении других да, в отношении вас нет. Вы дороги этому человеку, и вот даже один такой поступок уже это все подтверждает. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то старуха, старая, да, женщина, прям такая вся скрюченная, скукоженная, очень жалко выглядит. У вас прям сердце обливается кровью, вы думаете: ой, бедная бабушка, надо ей помочь. На самом деле эта бабушка совершенно не бедная, ни в какой помощи она не нуждается. Эта женщина, она живет, как сказать, как в театре, да, это показуха. Она специально прибедняется, она специально разыгрывает такую старую беспомощную бабушку. А на самом деле она настоящая хищница, она настоящая пиранья. Не обманитесь, внешний вид, он очень часто обманчив. Смотрите глубже, у нее глаза колючие и резкие высказывания могут проскальзывать. И вы это можете заметить. Ну, прибедняться при вас эта бабушка будет. На самом деле она никакая не бедная, может за себя постоять. И поверьте, у нее жизнь намного лучше, чем у вас. Да? Просто ходит в обносках и любит себя вот выдавать за такую несчастную бабушку, божий одуванчик. Не обманитесь. Лицемерная эта женщина, и мне еще идет, что опасная, хищная. Живет она очень и очень неплохо. Просто это ее такое амплуа, бабушка-попрошайка. Дальше, мои хорошие, коляска, ребенок. С каким-то ребенком будете нянчиться. Может быть, у ваших родственников маленький ребенок, и вас попросят посидеть. А может быть, это соседский ребенок. А может быть, это вовсе и не ребенок, а какое-то ваше новое начинание, новое дело, за которое вы возьметесь. На самом деле, да, придется, конечно, тут вокруг этой коляски, вокруг ребенка попрыгать. Ну, ребенок может быть неспокойный, ребенок может плакать, ребенок может, ну, себя там вести, так, знаете, капризничать, баловаться. Ну, либо это новое дело, не все будет получаться, либо не все получается с первого раза, и нужно немножечко там поколдовать, да, с бубном попрыгать. Но в любом случае я вижу, что вы будете успешны с этим ребенком и с коляской. Начинаете тяжело, заканчиваете легко. Дальше человек, как заяц, который готов в любой момент просто сорваться и в кусты, либо в лес забежать. Очень ненадежный персонаж, вам сердце подскажет. По каким-то непонятным внешним признакам вы сможете считать настроение, состояние этого человека. И я вижу, что вы как в последний момент отказываетесь от взаимодействия с этим человеком. Ну, там, сотрудничества, общения, каких-то общих дел. Вы говорите: нет, с тобой я точно не буду, давайте мне кого-то другого. Да? Либо лучше я сама, чем с тобой. Да, вам сердце подскажет, ваша интуиция через сердце подскажет, что человек абсолютно ненадежный. Может быть психически неуравновешен, может быть такой, знаете, вот нервный, дерганый. Может быть человек, который всегда может дать заднюю, да, и потом ищи свищи, не найдешь. Но вы откажетесь и правильно сделаете. Сама либо сам вы гораздо успешнее и быстрее добьетесь результата в том, что задумали, либо в том, что вам необходимо сделать. Дальше показывают клубничку. Она небольшая, но она есть. Это всегда соблазны. Вы можете подвергнуться соблазну со стороны, например, человека противоположного пола, да, будет вас там соблазнять. Ну и также соблазн что-то приобрести, обрести, куда-то вложиться, допустим. Берегите себя.
Эти все соблазны, они ни к чему хорошему не приведут. Клубничка, конечно, сладкая, вкусная, манит, дурманит, но потом же послевкусие идет, да, либо потом горечь какая-то пойдет. Избегайте соблазнов и избегайте каких-то моментов, сопряженных с риском. То есть оно того не стоит. Это не самое лучшее время для того, чтобы соблазняться, либо рисковать. Дальше показывает, что у вас крылья за спиной, и вы прям подлетаете, да, вот на крыльях счастья, можно так сказать. То ли какие-то новости очень хорошие придут, то ли какое-то событие очень замечательное случится. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Вы прям почувствуете, что вы на крыльях счастья от земли отрываетесь. Так вам будет приятно, вы так хорошо будете спать, с улыбкой буквально на лице засыпаете, с улыбкой просыпаетесь. Хороший знак, очень хороший. Возможно, кстати, это связано с вот этой лодкой, да, потому что тоже с левой стороны. Угу. Ну, судьба знает, что делать, судьба знает, как вас и наградить, и удивить, и порадовать. Тем более, если вы запутались, да, судьба все распутает. Распутает для вас и за вас. Дальше. Здесь початок кукурузы, но он еще растет. Вас предупреждают, что он еще не созрел, да, до конца не созрел. И если вы хотите собрать хороший, вкусный урожай, то нужно еще немножко подождать. Да? Все будет, обязательно будет, но только подождите еще 2-3 дня. Как 2-3 дня пройдут, тогда уже можете эту кукурузу смело рвать. Раньше времени сорвете, ну, сами понимаете, да, не готова еще эта кукуруза. Кукуруза — это, да, результаты, это деньги, это возможности. Там же много этих фракций в кукурузе, да. Поэтому лучше пусть растет. Когда будет готово, вы это поймете. Этот початок, он раскроется. Вы поймете и сорвете, и насладитесь этой кукурузой. Дальше у кого-то на работе может случиться скандал, причем у вас на глазах. Это не с вашим участием, но у вас на глазах. Понятно, что неприятно, понятно, что будут такие негативные впечатления. Ну, что есть, то есть. То ли у кого-то нервы сдадут, то ли там клиент нервный, там заказчик какой-то агрессивный, а может быть начальник будет не в духе, на кого-то там наедет, да. Ну, вам придется это увидеть, да, к сожалению, придется увидеть. Но я вижу, что этот скандал как ключ к какой-то ситуации. То есть, может быть, вы какую-то ситуацию сможете разгадать, а может быть, вы для себя сделаете правильные выводы, чтобы с вами, например, такого не случилось, да, как нужно себя вести, как нужно реагировать, либо чего не нужно делать, да, во всяких таких сложных моментах. Вот прям скажете: да, точно, точно, теперь я понимаю, теперь я знаю. Вы от этого скандала ключ в руках имеете и в карман себе ложите. То есть это правильные выводы, которые будут для вас полезны. И еще я вижу, что мужчина к женщине руки тянет. А женщина такая отвернулась, говорит: убери свои грязные руки, не тяни. Может, вы в ссоре с мужчиной, может, этот мужчина пытается вас добиться, да, обратить ваше внимание на себя. Но женщина такая: нет, не хочу. Нет, не хочу. Почему? Потому что она, например, своими делами занята, либо сомневается в этом мужчине. Но, может, действительно обиделась на этого мужчину. Я вам, девушки, так скажу, чем дольше вы отворачиваетесь от мужчины, тем длиннее у него руки становятся. Его как будто бы распаляет то, что вы ему отказываете. Если вы такая сразу говорите: ну ладно, хорошо, будь по-твоему, то мужчина, он остывает. А если вы отворачиваетесь и не поворачиваетесь, и у него руки удлиняются, он еще больше загорается, и гореть он будет очень-очень долго. То есть, да, надо себя уметь подать, надо уметь выдержать эту паузу. Но я вижу, что вы отвернулись, и это во благо вам. Мужчина больше будет любить, ценить, уважать и больше вкладываться в ваши отношения. Даже если вы прям решили покончить с этим мужчиной, разорвать отношения, он вас так не отпустит. Нет, вы ему нужны, он вас любит. В его глазах ваша ценность только лишь растет. Это вы для себя должны знать. Дальше, откуда-то издалека с вами свяжется человек.
И этот человек вам будет рассказывать какие-то байки. То есть это неправда, это байки. И вы буквально этого человека на каждом слове ловите. Да? И человеку максимально некомфортно, этот человек даже может бросить трубку. Дальше. Вот здесь показаны люди, которые сидят, вот так руки расставили, ничего сделать не могут. Либо они в каком-то таком состоянии, в положении бессилия. Они ждут вас, либо на вас очень сильно надеются. Только вы можете помочь, только вы можете что-то решить, что-то сделать, довести до ума. И эти люди будут сидеть на попе ровно столько, пока вы не придете, либо пока вы не поможете. Если вы хотели проучить этих людей, то ничего не получится. Они не понимают, что они не правы, либо они не понимают, что нужно становиться самостоятельными. Вот. Как по мне, то лучше, конечно, им помочь, но прям по полочкам разложить, да, провести беседу, детальную беседу и прям объяснить, что больше я не приду, больше я не буду помогать. И если вам надо, да, пытайтесь сами, чтобы они больше не надеялись. Может, вы их разбаловали, да, они привыкли, что вы всегда приходите и все делаете. Ну, либо они, в принципе, не научены что-то делать, всегда полагаются на других. Надо объяснить. Именно нужно объяснить. Это очень важно. Дальше, мои хорошие, вам нужны будут наличные. Не могу понять, зачем и от чего. И с этим могут возникнуть какие-то трудности с получением наличных, либо с обналичиванием денег. То есть не оттягивайте до последнего момента, не откладывайте на последний момент. То есть вы знаете приблизительно, что мне там через день, через два будут нужны наличные деньги. Просто пойдите и снимите. Не надо делать в последний момент, потому что вы можете столкнуться с тем, что у вас с этим будут проблемы. Возможно, там банкомат сломался, возможно, там нет наличных в банкомате, возможно, там в банке какой-то переучет, либо еще что-то случилось. Да, чтобы вот не было этой горячки, чтобы вы не бегали, сломя голову, и не искали, где я могу обналичить деньги. Это не для всех, вот для кого-то конкретного идет. Как подсказка получается для вас. Дальше, ближе к венцу. Смотрите, бумеранг бьет в спину какой-то женщине. Эта женщина перед вами очень сильно виновата. У нее прям душа грязная. И бумеранг летит в нее и бьет ей в спину. Возможно, какая-то травма спины, либо будет жаловаться, что у нее болит спина. Знаете, что эта женщина в каких-то грязных делишках замешана, которые вот против вас были. И бумеранг ей по справедливости. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.